Туркменистане очень популярны турецкие сериалы и фильмы. И сегодня у нас в гостях наша соотечественница, которая снялась в одном из таких сериалов под названием «Основание Осман». Мы постараемся узнать ее поближе и расспросим о том, как ей удалось дебютировать в такой широко известной ленте. Здравствуйте, Гузеля. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть сегодня у нас. А как мне приятно. Спасибо вам всем большое. Давай начнем с таких коротких вопросов, чтобы как-то начать нашу беседу. Давай. Что делает тебя счастливой? Ой, ну в первую очередь я сама. Хорошо, что я у себя есть, но мне очень нравится отдыхать дома. Когда я одна, я читаю. У меня есть 2 кошки. Как без них? Никак. Ты кошатница. Собак не любишь, наверное? Нет, я люблю, но просто в квартире как неудобно, не получается. Поэтому кошки — это мое все. Я по ним соскучилась. У тебя есть время за ними ухаживать? Ну как, утром и вечером, скажем так. Я живу вообще как в отеле, ухожу утром, прихожу поздно вечером. Люблю отдыхать одна, гулять. Ну а как ты вообще расслабляешься? Как ты проводишь свой досуг? Что тебе интересно? Может, какие-то хобби помимо актерства? Я хожу на спорт. Без спорта никак. Каким спортом занимаешься? Просто в зал ходишь? В фитнес-зал? Хожу на фитнес, ходила на реформер пилатес. Сейчас хожу больше на фитнес. А держишь какие-то диеты или это у тебя больше генетически передалось? Я вот сделала тест, и мне нельзя глютен. Безглютеновая диета получается. Вот эту вот всю красоту мне, к сожалению, нельзя. Это очень плохо, в конце вот будет подарочек для тебя. Как раз сладкий. А для вас я ее нарушу. Тогда хорошо. А где бы ты предпочла жить? В мегаполисе, на море или в горах? Без моря я не могу. В горах красиво, чистый воздух. Я бы с удовольствием, но без моря мне как-то скучно. Ты все-таки более спокойный человек? Нет. Нет? Нет. Какие твои сильные стороны? Я думаю, что, я не знаю, может, я стрелец из-за этого, не знаю. Я оптимист по жизни, я не стою на месте. И меня мотивирует и негативное, и позитивное. Думаю, наверное, это черта. Это очень хорошо, все есть опыт в нашей жизни, да. И негативный, и позитивный, нужно это проживать, я думаю, да. Значит, ты экстраверт, я так думаю, да, больше? Скажем так. Ну, твоя профессия такая, она связана с людьми. Ой, да, с любимыми людьми. Хотя, я думаю, мы все в какой-то момент жизни можем быть интровертами и экстравертами. Ну да, хочется побыть одной, дома иногда, под пледиком, включить любимый сериал. А планируешь ли ты в ближайшее время создавать семью или все-таки у тебя сейчас на первом месте карьера? Ну, планирую, но сначала нужно завести какие-то отношения. А у меня отношения только с кошками моими, поэтому... Я думаю, после нашего выпуска у тебя будет очень много поклонников. Твой самый большой гонорар? Ой, давайте этот вопрос тоже пропустим. Окей, по-другому задам. В мечтах, вот какую сумму бы ты хотела получить за... Ну, если в мечтах, тогда можно сказать так, не знаю, безлимитную карту, чтобы я могла все покупать и везде путешествовать, и на всем мне хватало, и хватало моей семье, близким и родным. Анджелина Джоли или Мерьем Юзерли? Ой, ну, 2 разные личности. Ну, как можно устоять перед женственностью Анджелины? Я вам отвечу так. Брэд Питт или Леонардо Ди Каприо? Ой, а можно не выбирать? Можно. Здесь выбрать я не смогу. Быть главной героиней фильма, но остаться без награды, или сыграть второстепенную роль, но в оскароносном фильме? Конечно, второй вариант. Это, мне кажется, каждая мечта любого актера. Ты знакома с Давлетом? Если да, поддерживали ли вы друг друга во время съемок? Общаемся, да. Спасибо ему большое. Он познакомил меня с хорошими людьми. Я ему очень благодарна. Но изначально тебя взяли же в этот сериал, а потом Да. его или нет? Да. Ты раньше него, то есть, снималась? Нескольких сезонов, Но правильно? мы не знали про друг друга, и получилось как-то познакомились на съемках. У меня был такой шок. Очень приятный. Тем более вы не только из одной страны, но еще и из одного вилаята. Да. Очень интересно. Вообще. У меня был шок, мне не проходило не знаю сколько дней. Была безумно рада.
Многие девочки с детства мечтают стать актрисой, моделью, быть вообще, в принципе, медийной личностью. Расскажи, как ты пришла к этому? У тебя это было стремление с детства или пришло со временем? Ну вот, из этих девочек одной была я. Постоянно пела. Из девочек, которые поют в расческу, что-то там танцуют, это была я. Выступала постоянно на мероприятиях, на линейке. Даже на своем выпускном была ведущей. Да, было и такое. Ну, то есть страха сцены у тебя, в принципе, не было? Не было, но он как-то появляется со временем. Бывает моментами. Вот, кстати, что ты испытываешь во время съемок? Больше страх или ты вообще себя комфортно чувствуешь всегда? Можно сказать, огромное волнение. Прям иногда очень сильно бьется сердце, что я аж не слышу, что происходит вокруг. Такое тоже бывает. Но это в зависимости от сцены, какая сцена предстоит. Ну вот ты получила уже такой опыт в этом сериале. Что самое волнительное и сложное вообще в актерской карьере? Ой, ну это зависит от игры, от сцены, от людей, с кем ты работаешь. Тем более у нас были сцены, где были лошади. Кстати, да. Да. Ты Да, всё умела равно. раньше ездить верхом и стрелять из лука? Это ты все Нет. училась во время? Да, это все было там. И, наверное, самое волнительное было то, когда я первый раз села на коня, и мы поскакали, а у меня нет опыта, у меня еще такой костюм, закрывает глаза. Они знали об этом, что ты не умеешь ездить на Но мы лошади? учились, и получилось так, что нам нужно было отснять, и у меня там такой шок. Где я, что я, с кем я? Но, слава богу, все прошло отлично. Как получилось так, что ты снялась в сериале «Основание Осман» вообще изначально? Был кастинг на сериал «Джалалетдин». Я пошла на него. Там тот же продюсер Мемет Бозда. Я пошла на кастинг, там тоже такие костюмы. Все отсняли. Продюсер посмотрел мою игру, ему понравилось. Потом мне позвонили и предложили роль. Они хотели бы вы сняться в «Курулуш Осман», в «Основании Осман». Мне такое счастье, конечно. Да, я думаю, это очень успешное начало твоей карьеры, в принципе. Давно этот сериал начался уже? Да. Но до этого же был «Вирилище Артуру» 5 лет. И уже 3 года как «Курулуш Осман». 8 лет. С какими трудностями ты столкнулась во вживлении в образ Аладжа Хатун? Ведь это все-таки персонаж из другого века со своим характером. Плюс еще турецкий язык – это твой неродной язык. Но если считать, что я живу уже 10 лет, я учусь, отучилась турецкий как мой родной. С турецким не было проблем. Единственный нюанс был то, что я не умела ездить верхом. Но это мы все быстро упаковали. А вживление в роли вообще никаких проблем не было. У нас же там ковры наши туркменские, там такая душевная атмосфера. Я вообще, когда пришла, у меня такое ощущение было, как будто я пришла домой. Это очень хорошо. И там очень красивая природа, деревья, горы, морюшка рядом. Твоя Было любимая. очень хорошо, да. Проблем никаких не было. Расскажи, вспомни какой-нибудь самый яркий момент со съемок, запоминающийся. В той серии, когда мы Малхун выдавали замуж, мы снимали до 5 утра, и у нас была свадьба именно, мы пели, у нас там были танцы, и это все было до 5 утра как-то, вот этот момент. Это Было бывает очень душевно. действительно весело, как в реальной жизни, или это все-таки вы чувствуете себя как на съемках? Ну и бывают такие моменты, ведь это зависит от людей, с кем я работаю. А вот мы сидим, у нас такой стол, мы общаемся, и нам там режиссер говорит, вот вы веселитесь, у вас свадьба, перед вами еда, а мы веселимся на самом деле, потому что мне приятно общаться с этими людьми. У нас была, можно сказать, в прямом смысле свадьба. В общем, ты попала в хорошую компанию, душевную. В каких проектах тебе лично самой бы хотелось сняться? В каких лентах? Может, у тебя есть свои какие-то предпочтения? С кем из актеров ты хотела бы поработать или актрис? И также твой любимый, твой фаворит режиссера? Ой, ну это такой вопрос. Во всех ролях. Ну, невозможно выбрать одну роль, одну ленту, одного режиссера. Это такой колоссальный опыт. Да. Выбрать я тут А не что смогу. насчет актрис или актеров? Может, у тебя мечта есть какая-то сняться с кем-то? Нет, поработать? мечты нет. Ну, потому что на экране люди другие,
Смотреть на людей – это другое дело, работать с ними совсем другое дело. Ну да. Хорошо, по-другому вопрос тогда задаем. А кто из актрис тебя вдохновляет и вот чье именно мастерство в актерской игре пример для подражания для тебя? Если актерское мастерство, Мэрил Стрип. Может быть, с детства была какая-то любимая актриса, вот ты прям смотрела на нее и говорила, я Но так, мне я так же кажется, хочу. Анджелина Джоли, без нее мы никуда. Это Спасибо точно. и пламенный ей отсюда поцелуй. И привет. Твой любимый фильм или театральная постановка? У вас такие вопросы? Вы хотите меня убить? Ну, как можно... Можешь назвать несколько. Ну, куда можно вообще без Чехова, без Шекспира? Вот в последнее время мне нравится немецкий писатель Роланд Шеммельфенинг. Ну, там такая палитра. Невозможно выбрать одного. Каковы твои долгосрочные карьерные цели? Ну, сейчас у меня магистратура. Начну писать диссертацию наконец-то. Напишу ее и, ну, как у нас уже как. Сегодня здесь, завтра там. И вот в июне мы едем на театральную олимпиаду в Венгрию, куда приезжают люди со всего мира. Исполняется 200-летие известного писателя Имре Мадах, венгерского писателя. И мы по его пьесе, вот они собирают людей со всего мира, все театры, и мы со Стамбула летим туда, Это у вас представляем в рамках Турцию. учебы идет? Да, мы представляем Турцию. Его эта пьеса состоит из 15 частей. 7-я часть проходит в Константинополе. Я играю в главной роли, я играю Еву. Пьеса про то, как Адам и Еву выгнали с рая, и они по определенным промежуткам истории попадают в разные страны, начиная там с Египта, Лондон, Рим. И вот в 7-й части они попадают в Стамбул. Тебя ждет еще один интересный опыт впереди. Да. Мы едем на 20 дней. 23 июня у нас будет премьера. Как мы знаем, ты окончила факультет изящных искусств Стамбульского университета. Сейчас на магистратуре все еще продолжаешь учиться. Как долго тебе осталось? Еще год. Но мне нужно написать диссертацию и все. А что изначально тебя мотивировало вообще пойти учиться в этом направлении? Ты целенаправленно шла в эту профессию? Я сначала поступила на акушера-гинеколога. Да ладно. Да. Я поняла, Какие что перепады? Да, я поняла, что это не мое. Но мне просто одно время моя мамулечка не разрешала, и получилось так. Потом... У вас династия врачей? Нет, как у это нас обычно бывает, нет? Нет, ну просто как-то, чтобы была какая-то гарантия, скажем так. Потом я поступила на экономический, отучилась 2 года. И просто уже потом говорю: мамуль, я пошла по своему пути. Будь что будет. Да, я больше так не могу. И поступила в театральный. Ну, видишь, все не зря. Да, и все. Что ты можешь посоветовать другим начинающим актрисам? Ну, как бы это ни звучало банально, никогда не сдаваться. Даже если вы попали, не знаю, там, на медицинский, на экономику, неважно на какой факультет, если вы этого хотите, никогда не сдавайтесь. И идите к своей мечте, к своей цели. Однозначно. Как ты думаешь, у тебя много поклонников и поклонниц у нас здесь, в Туркменистане? Ой, не знаю, мне кажется, немного. Я думаю, много раз мы сегодня здесь сидим с тобой, беседуем, и мы снимаем этот выпуск. Ой, Я вы думаю, меня достаточно. засмущали. Тогда сердечки вам. Какой вопрос ты хотела бы, чтобы я тебе задала? Каковы Мне были кажется, твои- все вопросы, про которые я боялась, были озвучены сегодня, да? Да, были озвучены. В чем секрет успеха? Как попасть в ленту в такой вот известный сериал? Мне кажется, одного секрета нет. Просто нужно не сдаваться, потому что обязательно будут неудачи. Не сдаваться, идти дальше. Это все банально, это все 300 раз говорили, я знаю. Но на своем личном опыте это было так. Ну, ты у нас первопроходец, ты первая наша соотечественница, которая снялась в такой роли. И ты молодец, значит, ты что-то сделала правильно. Ой, спасибо большое.
Хотела ли бы ты что-нибудь поменять в своей внешности? Все ли тебя устраивает? Может быть, ты хотела бы взять какие-то черты от других актрис? Ну, наверное, не от других актрис, а от своей мамы. У нее голубые красивые глаза, и она их мне не передала. Я ей до сих пор говорю: ты зажала, ты не дала мне голубые глазки. Скорее всего, наверное, голубые глаза. Ну, может быть, если у тебя были бы голубые глаза, тебя бы не взяли в сериал. Все может быть. Все не просто так. Сериал «Основание Османа» уже заканчивается? Он заканчивается. Ну, заканчивается 4-й сезон. 4-й сезон. А будут дальше сезоны? Ну, надеюсь, что будут. Как тебя приняли турецкие актеры и зрители вообще в Турции? Были ли какие-то трудности в работе с ними? Трудностей никаких не было, приняли очень душевно, я с ними общаюсь до сих пор, с многими встречаемся. Очень хорошие люди. Были ли какие-то неуспешные кастинги у тебя? И было ли после этого небольшое разочарование, может быть? Ну, часто неудачных кастингов, мне кажется, бывает много. Тут проявляется черта оптимиста. Двигаться дальше. Можешь ли ты дать различные эмоции, заплакать или засмеяться в нужное время, или как легко это тебе дается? Ну, мне кажется, в этом и заключается наша профессия. Но нужно подготовиться к своей роли. Нас учили так, что нужно подготавливаться. Не так, что я пришел и сыграл. А как у тебя с памятью в плане заучивания текста, например? С памятью у меня, к счастью, все отлично. Хорошо. Не было такого, что прям забывала во время съемок текст? Ну, поскольку я оканчивала театральный, мы там заучивали столько. Пьесы, поэмы? Да, пьесы, поэмы. В театре же не так. Вышел, и нужно сыграть все. Смогла ли бы ты завязать с профессией актрисы за большую сумму денег? Нет. Никогда. Если бы тебе предложили сняться в наших туркменских фильмах, ты согласилась бы? С удовольствием. С огромным счастьем. А вы меня уже зовете? А бывает такое, что идешь по улице Стамбула и тебя узнают, просят автографы? Ну, автографы не просят, иногда узнают. Даже, помню, один молодой человек узнал, ему стыдно было ко мне подойти, и он мне написал в Инстаграм: я стоял возле вас, с вами было приятно стоять. А вот у нас, кстати, такая традиция. Мы собираем автографы людей, Да? с кем мы беседуем, общаемся. Так что мы у вас автограф возьмем обязательно. С удовольствием. Хотела спросить насчет Бурака Озчивита. Такой популярный актер по всему миру. Просто на самом деле он такой красивый. И какие у него положительные качества? Хороший ли он как человек? Очень хороший человек, он очень добрый, очень общительный и простой. Такой популярный, но не зазвездившийся. Нет. Кстати, это частая проблема же актеров. Да. А возможно ли такое, что через пару лет, ну если может быть и больше, мы позовем вас в следующий раз на интервью, а вы такая уже: нет, у меня уровень повыше, и не дадите нам интервью? Нет. Я приду еще раз подписаться и Мы написать это сюда запомнили. новую дату. Гузеля, благодарю тебя за эту беседу. Мне действительно было очень интересно узнать про тебя, про твою актерскую карьеру. Желаю тебе успехов, больших успехов в этом направлении. Никогда не сдавайся. Спасибо вам большое, что меня пригласили. Мне было очень приятно познакомиться с такими шикарными людьми. Зовите почаще. Хорошо, у нас для тебя подарочки от всей команды Ой. Туркмен-портала, а также Спасибочки. от кафетерия Катмер. Это сладкое, тебе придется нарушить свою диету. Я Я думаю, сегодня самый в виде счастливый исключения. человек. Спасибо большое. Вам спасибо. А планируешь? Ты хочешь интервью взять? Идем? Идем, бери стульчик, садись, поговорим. Ну, в Я такая принципе, у радостная. нас все по вопросам. Есть что-нибудь еще, что ты сама хочешь, чтобы я тебе задала? А, вот я тебе сейчас задам этот вопрос. Круто! Oldu mu?